мы продолжаем освещать ход подготовки ингушских боксеров к предстоящему турниру. В числе участников вечера профессионального бокса в Минске один из самых перспективных боксеров нашей республики Альберт Хамхоев. Первый этап подготовки к предстоящему профессиональному поединку наш спортсмен проводит в горной части Ингушетии. Разница очень колоссальная, потому что здесь в профессиональном боксе и тренировки другие, и соперники другие, и перчатки, и все тут другое. И изначально было чуть-чуть сложновато привыкнуть. Атмосфера, атмосфера, которая ощущается в зале, да, в самом зале, люди, которые сидят, там, кричат, вот это все сказывается, волнение чуть-чуть бывает, потому что ты только-только перешел в профессиональный бокс, и чуть-чуть сложновато бывает. Многие любители бокса в нашей республике давно следят за карьерой Альберта Хамхоева. Ингушский панчер считается одним из самых разносторонних боксеров, обладает хорошими физическими данными, но отличительная черта Альберта – мощный поставленный удар и, конечно же, взрывной характер. Альберт Хамхоев начал спортивную карьеру в зале бокса города Карабулак. На любительском уровне наш земляк участвовал в различных республиканских и всероссийских турнирах, становился победителем чемпионата СКФО и первенства страны по боксу, является мастером спорта России. Спортивная карьера моя началась в далеком 2005 году. Впервые я пошел на школу бокса в город Карабулак Исея Бекову. С тех пор начал там участвовать на соревнованиях, на турнирах, выигрывать, проигрывать. Первые соревнования у меня были в городе Железноводск. Я там занял 2-е место. Очень обидно было, что я занял 2-е место. Вот. Как таковых значимых соревнований я вот сейчас не припоминаю, но в большинстве все соревнования у меня были значимые, потому что я готовился к каждому турниру как к последнему. Вот. А так был чемпионат, было первенство России среди юниоров, которое я выиграл в городе Ульяновск. Потом были разные международные, всероссийские турниры, в которых как выигрывал, так и в редких случаях проигрывал. Последний мой турнир, который я выиграл по олимпийскому боксу, это был чемпионат Москвы и всероссийский турнир имени Агеева, который проходил в Москве. После насыщенной любительской карьеры в 2019 году Альберт решил попробовать себя на профессиональной арене и не прогадал. 3 победы в 3 боях говорит о многом. Свой дебютный поединок Хамхоев провел в августе 2019 года в рамках вечера профессионального бокса «Проспект в Лужниках». В этом поединке нашему земляку противостоял Андрей Тимощук, за плечами которого более 10 боев на профессиональной арене. По окончанию всех раундов единогласным решением судей победителем этого противостояния был признан Альберт Хамхоев. В профессиональный бокс я пришел в 2019 году, в летом прошлого года. До этого я давно планировал перейти. Как такого случая не предоставилось, чтобы я перешел. И так вот появился наш менеджер Хусейн Бузуртанов. Он предложил и сделал мне дебютный бой, который я впоследствии выиграл. Как таковой сложности не было, да, в принципе, но соперника я узнал за 2 недели до боя, до дебюта.
и поэтому как такого случая, чтобы к нему подготовиться, у меня не было возможности. Но бой прошел достаточно хороший бой получился, но есть такое но, я недоволен своим поединком, дебютным поединком, потому что он прошел не так, как я планировал, не так, как я хотел. Спустя пару месяцев после дебюта Альберт провел свой второй успешный бой в качестве профессионального боксера. Второй поединок против Бадри Гагачашвили для нашего земляка сложился весьма успешно. С первых минут встречи ингушский боксер показал, что он намерен продолжить свое победное шествие. Раунд за раундом Альберт наращивал свое преимущество, а после финального гонга была поднята рука воспитанника Карабулакской школы бокса. Победу единогласным решением судей одержал Альберт Хамхоев, красный угол. Второй бой у меня сложился получше. Соперник был тоже хороший достаточно, из Грузии. Бадри Гагачашвили, по-моему, его звали. Сейчас дословно не помню его фамилию. Вот, шестираундовый был бой, и в конечном итоге я выиграл единогласным решением судей. Свой последний бой Альберт Хамхоев провел в Санкт-Петербурге на вечере профессионального бокса «Короли нокаутов». Главный поединок турнира получился весьма интересным и зрелищным. А тот факт, что против нашего земляка вышел Виктор Плотников, за плечами которого более 40 боев, привлекло большое внимание со стороны любителей спорта. Шестираундовое противостояние постепенно переросло в тотальный контроль ингушского боксера. Итог поединка – единогласная победа Альберта Хамхоева. В последнем поединке со мной на ринг вышел достаточно опытный, достаточно возрастной соперник. На ринге он провел 41 бой, и он в 37 одержал победу. В этом поединке я был в очень хорошей форме, можно сказать, даже в идеальной форме, но я слишком был заряжен на нокаут, и поэтому соперник это предвидел, что я хочу ударить, хочу нокаутировать его, и поэтому он практически весь бой защищался. И в конечном итоге я его не нокаутировал, но выиграл единогласным решением судей. 6 августа на вечере профессионального бокса наш спортсмен снова намерен порадовать своих болельщиков. До начала турнира в Минске остается не так много времени, поэтому Альберт усиленно готовится к новому для себя вызову. Следующий бой у меня намечен на август месяц. Соперник тоже известен, англичанин.
Бой пройдет в Минске. Вот в какой форме ты находишься и что ты можешь сказать про свой велосипед? Изучал ли ты его? На данном этапе я только начинаю тренировки, да, и получается только вхожу вот в тренировочный процесс. Вот сейчас тренировки я начал здесь в горах, в своих родовых башнях Хамхи. Это придает мне дополнительный стимул для настроя, для победы, для хороших тренировок. Дебют давно позади, а впереди 4-й профессиональный поединок. Соответственно, подготовка должна быть усиленной. Помимо кропотливых тренировок в зале, направленных на тактические действия, Альберт уделяет большое внимание и работе над выносливостью. А горная местность – прекрасный вариант для таких тренировок. Каждый год профессиональный бокс набирает все большую популярность у любителей спорта нашей республики. Исмаил Илиев, Али Измайлов и Альберт Хамхоев приложат все усилия, чтобы в очередной раз порадовать жителей Ингушетии своими яркими победами и сделать еще один шаг к чемпионским поясам. Находясь здесь в горах, воздух, как мы все знаем, более разряженный, и поэтому тренироваться, дышать сложнее. И поэтому после подготовки здесь в горах, когда уже спускаешься на равнину, намного тебе удобнее, легче работать. Вот планируешь ли ты провести сборы, где ты будешь тренироваться и где ты планируешь поднять свой пик формы? Пик формы мы планируем продолжить, поднять в Москве со своим тренером Велим Амедовым. Там у нас будет уже конечный, финальный этап. Вот, и спарринговочные дни там уже будут проходить в Москве именно. А вот какая у тебя теперь цель в предстоящем поединку? Да и в целом в своей профессиональной карьере? В предстоящем бою цель только одна – выиграть, желательно досрочно. А в плане профессионального бокса, как любой хороший профессиональный боксер, я мечтаю стать чемпионом мира. Безусловно, очень важна поддержка близких мне людей, нашего народа. Это придает дополнительный стимул к победе. Все для них и делается в первую очередь для моей семьи, а потом для своего народа. В этом выпуске мы рассказали вам об участниках одного из главных поединков на вечере профессионального бокса в Минске. В следующей программе вас ждет беседа с нашими чемпионами и интересный подбор видеоматериала. Будьте в курсе спортивных событий и оставайтесь на канале Ингушетия.